Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Более 170 предприятий из 17 районов Якутии приняли участие в республиканской сельхозярмарке «Продовольствие-2022», которая состоялась в Якутске в минувшие выходные. Республиканская выставка-ярмарка в этом году приурочена к столетию образования Якутской АССР и столетию Министерства сельского хозяйства республики. О главных итогах прошедшей ярмарки мы поговорим сегодня с гостем нашей студии. Это Евгений Васильев, руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства региона. Евгений Дмитриевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не секрет, что продовольственные выставки – это один из самых эффективных инструментов и драйверов пищевого рынка, потому что и представлено большое очень разнообразие продукции, и территориально очень много предприятий на нее приезжают. Главное событие осени для жителей столицы – это тоже не секрет. Ну, естественно, с огромным удовольствием в ней принимают участие и дачники, и фермеры, и подсобные хозяйства республики. В прошлом году из-за пандемии ярмарки не было, но в этом году, слава богу, все состоялось. Расскажите, как все прошло в этом году. Так. Ну, безусловно, осенняя сельскохозяйственная ярмарка, выставка – это является ожидаемым мероприятием как для сельхозтоваропроизводителей и так для местного населения. Да? Республиканская агропромышленная выставка у нас проводится уже 23-й раз, согласно плану правительства Республики Саха-Якутия. Она была посвящена как раз Якутскому АССР столетию и столетию Министерства сельского хозяйства. Участников было более 170 участников. Это примерно 17 муниципальных районов приняли участие. Основными это как Усалданский, там, Амгинский, Черопчинский, Сунтарский, Вилюйский, Тампонский. Такие вот муниципальные районы приняли. Также с арктических районов приняли участие, это вот Анабарский район. Ну, с арктических районов традиционно это рыба, а с близлежащих это все остальное. Рыба, мясо, оленины, жеребятины. Не жеребятины, оленины. Оленины. Да. Ну вот если смотреть в разрезе прошлых лет, то есть ли какая-то тенденция к тому, что количество участников, сельхозтоваропроизводителей увеличивается, может быть, какие-то новые добавляются, и с точки зрения потребителя растет ли спрос вот на такую местную продукцию именно вот на ярмарках? Да, увеличивается сельхозтоваропроизводителей, как бы больше стало их. Если в прошлом году было создано 38 крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, которые занимаются сельхозтоваропроизводителем, увеличится также очень максимальный спрос на продукцию, да, вот как на мясную, там, молочную, сырную продукцию, очень хорошо пользуются спросом. Ну, если сказать вот на ярмарке, да, по сравнению вот, прошлых лет, в этом году из-за пандемии, в прошлом году из-за пандемии ярмарка не проводилась, то в этом году очень максимально приняли все участие. Все, наверное, ждали, этого ярмарки. Было реализовано более где-то примерно 200 тонн продукции сельского хозяйства, где-то на сумму, наверное, более 40 миллионов рублей. Все были довольны, все даже в первый день максимально все уже было, почти все распродано, что привезли в муниципальные районы, предприятия. Вот так прошла, все радостные. Ну да, действительно, если такие называете цифры, то ярмарка была ожидаема как со стороны и тех, кто привез свою продукцию, и тех, кто ее хотел купить. Ну вот такой момент хочется затронуть. Чтобы конкурировать даже между собой, то продукция, ну, естественно, кроме отличного качества, должна быть еще и какая-то привлекательная упаковка, подача. То есть все равно потребитель выбирает глазами. Можно ли сказать, что какие-то предприятия на этой ярмарке отличились именно вот в плане подачи, в плане упаковки своей продукции? Безусловно. Упаковка является важнейшим видом маркетинга. Все предприятия стараются усовершенствовать, красиво упаковать, чтобы был красивый такой товарный вид. Но как в конкурсе, если у нас за высококачественную продукцию, за пищевые предприятия, получили очень много медалей. Это, например, вот как Себелю, Хангаласских районов, Статинского района, там, СПКТ, Табаяс, Ленского района. Вот у них вот, как говорится, они старались, чтобы все сделать красиво, упаковать и участвовать в таких ярмарках.
Еще одна отрасль, не секрет, которая стремительно развивается в последние годы и имеет очень хорошие перспективы. Лично я даже знаю 2 человек, которые начали этим заниматься. Это пчеловодство. И на ярмарке в том числе очень широко была представлена эта продукция. Расскажите немножко об этой отрасли сельского хозяйства, какие успехи по сбору меда в этом сезоне и насколько больше, какая тенденция к развитию вот именно пасечества. Да, соглашусь, конечно. Отрасль пчеловодства развивается. Уже создано более 20 крестьянских фермерских хозяйств, которые занимаются этим пчеловодством, более 10 подсобных хозяйств. В этом году, как отмечают фермеры, да, в этом году погодных условий урожай небольшой. По сравнению, если в прошлом году было заготовлено произведено 5,5 тонн меда. В этом году примерно планируется, что будет, наверное, меньше, половину даже, где-то, может быть, 2 тонны. В целях поддержки у нас есть грантовые поддержки. Это как начинающий фермер, агростартап. Выдали 8 грантов, кто занимается именно пчеловодством. Такие, как, например, в прошлом году Заморщикова Алина, она получила, как начинающий фермер, занимается производством меда. В прошлом году на «Золотая осень» получила золотую медаль за мед натуральный. Это у нас, в Якутии первый раз такой, мы участвуем в таких мероприятиях в части по меду, по производству продукции меда. И вот они получили первое место. Это вот такое достижение первый раз было. Потому что мы участвовали там другие регионы, которые занимаются очень промышленностью. Давно уже занимаются. И вот было такое достижение первое в жизни. Вот, говоря о медалях и наградах, скажите, пожалуйста, на этой ярмарке, которая прошла в минувшие выходные, были ли какие-то грамоты вручены, какие-то звания почетные, отмечались ли какие-то лучшие товары, лучшие производители? Да, у нас проводились очень много конкурсов. Это, например, как за производство высококачественной продукции. Мы определялись там по молочной продукции, по хлебу, по мясной продукции, по рыбной продукции. Также были конкурсы за лучший конкурс агрошкол, также конкурсы за выращивание картофеля вообще в открытом грунте, конкурсы по животноводству племенному. А также были вручены гран-при, это в виде переходящих флагов за лучшие пищевую перерабатывающую промышленности и муниципальные организации. В этом году как лучшее предприятие пищевой перерабатывающей промышленности выиграл Вилюйский район СПК «Сайбелью», а среди муниципальных районов Мегин Кангаласский. Ну вот вы упомянули о том, что, по крайней мере, как минимум пчеловодством оказывается грантовая поддержка. Я знаю, что существует очень много программ по поддержке местных сельхозпроизводителей, но мало того, что продукцию вырастить, произвести, довести до готового состояния, скажем так, чтобы она попала на прилавок, очень остро стоит и вопрос сбыта. Как помогает министерство вот именно в этом вопросе местным сельхозпроизводителям? Существуют ли какие-то госпрограммы или это каждый раз адресная какая-то конкретная помощь? Потому что в том числе, в принципе, некоторые, мне кажется, предприятия готовы выходить на рынки за пределы республики, имея качественный продукт. Как считать рынком сбыта? Мы очень максимально стараемся проводить ярмарки. Ярмарки выходного дня для сбыта продукции местной, да. Ежегодно участвуем в «Золотая осень» в городе Москва. Это для продвижения брендов. Также участвуем в конкурсах «Вкус России», чтобы показать, что местная продукция наша, Якутии, да, тоже очень хорошая по качеству. Будет ежегодно. В этом году тоже у нас планируется «Золотая осень» 2022. Это в Москве? В Москве, в городе Москве, с 5 по 8 октября. Планируется туда выезд. Мы с собой тоже отправляем свою продукцию, отправляем на конкурсные номинации продукцию. Там чисто все лабораторно, все проверяется, качество, упаковка, и потом после этого награждаемость идет. Там за лучшую продукцию.
И вот такой еще вопрос, связанный с переработкой. Все-таки и технологии, скажем так, не стоят, шагают вперед. Можно ли говорить о том, что массово сейчас перерабатывающие предприятия наши, ну, давайте на примере мясной промышленности, начали осваивать какие-то новые технологии, или пока все делается по старинке, пока всех все устраивает, или все-таки какое-то движение вперед, технологические прорывы есть? Да, движение-то есть, каждое оборудование модернизируется. Хотят, чтобы новая продукция была еще лучше и лучше. Сейчас технология не стоит в одном месте. За каждым годом все идет новое оборудование, которое облегчает труд и производит высокое качество. У нас в республике очень много кто занимается такими переработками. Вот, например, как СПК Тюмень, СПК Юрдель, Чурапчинский район, МУПа Андросова, Анабарский район, производит деликатесы из оленины. Полюс холода Верхоянского района тоже занимается очень мясными промышленностью, это деликатесы все. Но вот в последнее время, как бы не секрет, что очень большое внимание республиканских и федеральных даже властей обращено на Арктику. Но это, понятно, инфраструктурные проекты, строительные, добыча. Но, тем не менее, какая-то, может быть, работа по усилению поддержки сельхозпроизводителей именно арктических районов сейчас наблюдается или нет? Ну, в нашей программе есть государственные поддержки, это вот гранты для сельскохозяйственных потребительских кооперативов для модернизации их объектов. Они могут там приобрести спецтехнику, построить свой цех, модернизировать технологическое оборудование. У нас такая государственная программа ежегодно работает. Для арктических районов в этом году по линии Министерства Арктики было предусмотрено тоже финансирование, именно только для арктических, для производства молочных цехов, именно занимающимся переработкой сухого молока, ну, восстановленного молока. Такие тоже господдержки в этом году были выделены, представлены, и в следующем году уже арктические районы начнут делать свою молочную продукцию. Ну, вот, что касается, опять же, про переработку, давайте коротко спрошу. Хватает ли собственной продукции, чтобы перерабатывать, допустим, в полуфабрикаты? Или приходится все-таки мясо откуда-то заготавливать? Или все-таки справляются наши своими силами? Ну, обеспеченность у нас в республике всего лишь 27%. Мясной сырья все равно не хватает. Все полностью забить невозможно. Вот все равно работает и с привозным тоже сырьем тоже работает. Но, тем не менее, будем надеяться, что все-таки жители нашей республики будут обеспечены вкусным и, самое главное, качественным продуктом. Да. Евгений Дмитриевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью», но сельхозярмарки продовольствия 2022 и ее итогах нам рассказал Евгений Васильев, руководитель отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства региона. Всего доброго, до встречи в эфире.